Дорогие друзья, спасибо ориентировщикам за поддержку. Ну, конечно, когда вот начинаешь писать стихи, музыку, сама ситуация располагает к тому, чтобы ты общался с творческими людьми. Так и получается. Какие-то встречи, какие-то выступления, хоть и незначительные, где-то, может быть, где-то за столом в семье, или где-то, может быть, на каком-то юбилее, или на каком-то празднике. Вот буквально ситуационные выступления, там, спел на гитаре, и обязательно увидишь глаза творческого человека, да, который подойдет к тебе и скажет: слушай, давай ты у меня там спой что-нибудь там. Вот. И так я и повстречался, значит, с одним великолепным поэтом, который сейчас выйдет на эту сцену. Он поразил меня своей энергетикой такой революционного настроя, да. Его стихи такие мощные, не знаю даже, как это сказать, он сам вам все сейчас прочитает. Итак, встречайте руководитель творческого объединения «Гвоздь и молот», теперь уже член Союза писателей России, Маяк Митюнин. Аплодисменты. Приветствую вас, товарищи, друзья. Очень рад вас видеть в этом зале. Спасибо большое Андрею Нутрихину за то, что он пригласил меня. На самом деле мы с Андреем Нутрихиным знакомы где-то 1,5 года. За это время мы выступили раз 5-6 в разных заведениях. И еще раз ему большая благодарность, большое спасибо, что я перед вами и могу прочитать. У меня на самом деле есть 2 стихотворения про спорт. И все они посвящены кому, как вы думаете? Конечно же, Андрею. Стихотворение под названием «Лыжником». Вставай на палки. Стоп. Вставай на лыжи, палки в руки. Тому, кто мал, советом помоги. Ты знай, спортсмен, труды и тренировок муки. Тебе помогут многое пройти. Скрипит лыжня, зовет натужно, и солнце светит, озаряя шаг. Я знаю, друг, все это нужно. Спорт для тебя ни зло, ни враг. Расправил легкие, из горки несешься, ветер обогнав. Тебе на ухо шепчут елки: катись быстрее, быстрее, стремглав. От дикой скорости и воздуха живого краснеют щеки. Держится улыбка на устах, крепчаешь ты от дуновения лесного. Доволен, счастлив наяву, а не во снах. Вставай на лыжи, палки в руки. Тому, кто мал, советом помоги. Ты знай, спортсмен, труды и тренировок муки тебе помогут многое пройти. Кто если хочет, вставайте на палки тоже поможет. Спорт на палках — новый вид спорта. Так, друзья, еще одно стихотворение под названием «Адреналин и спорт». Посвящается Андрею Нутрихину и Анатолию Рочеву. Адреналином пахнет победа, лыжи скребут холодный пласт, спринтер летит как ракета, шагом коньковым нарезая наст. Упорно взахлеб без остановки движется клин по колее, с разных сторон слышны речевки, чтобы взбодрить друзей по лыжне. Бешено бьется сердце с надрывом, пот замерзает коркою льда, ноздри глотают воздух со свистом, пеной покрылись тугие уста. Адреналином пахнет победа, лыжи скребут холодный пласт, спринтер летит, как ракета, шагом коньковым нарезая наст. Мышцы горят от толчков и движения, от трения лед размяк, как кисель. На финише все принимают решение скорость прибавить, несмотря на метель. Ноги устали, скоро связки порвутся, последние метры надо пройти. Линия красная мешает нагнуться, на пьедестал надо первым зайти. Адреналином пахнет победа, лыжи скребут снежный пласт, спринтер летит как ракета, шагом коньковым нарезая наст. Для всех творческих людей, в том числе и для Андрея Нутрихина. Бардак, ремонт, плед на пол. Читаем стихи, все в пропасть.
Резали буквы, зал хлопал. Поэты встретились, какая новость? Сходимся мы, редко, может, но будут сцены еще робость. Нас Бог столкнул и слезно просит. Запомните это! Творчество, молодость! Спасибо, друзья!